То есть сейчас либо становись диджитал или умри для бизнеса. Это уже девиз такой. Я бы сказал, да. Как сделать так, чтобы абоненты сотовых компаний или банков стали твоими тоже клиентами отчасти? Тогда всего лишь делай продукт, которым они смогут с помощью этих кошельков оплачивать. Этого достаточно. Ну, к примеру, что выкати продукт какой-либо, где будут твои товары, и скажи, что ты можешь оплатить системой Humo, Alif, Eshat. Почему об этом детально говорю? Чтобы компании тоже осознали, что без команды, без бэк-офиса или без в целом ребят, которые будут этим заниматься, и без тех, которые будут дальше заниматься тем, что мы передали, ничего успешного не получится. Представим пример, что они хотят и сайт, и приложение, и дизайн, и все в одном быстрее и дешевле. Я всегда стараюсь донести, и надеюсь, и сейчас, если кто услышит, и хотя бы задумается, то, что незачем так делать и неправильно. Бизнес-среда. Добрый день, меня зовут Зибота Джибаева, и это второй цикл подкастов «Бизнес-среда» и наши гости-предприниматели, которые готовы делиться своим опытом. Сегодня у нас в гостях Джахонгир Джалолов, основатель IT-компании Livo. Здравствуйте, Джахонгир. Вечер добрый, Зибу. Напомню, этот цикл мы пишем при поддержке программы консультаций для малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития. И наша сегодняшняя тема – диджитализация бизнеса, цифровая трансформация. Джахонгир, давай простыми, доступными словами мы сначала объясним, что такое диджитализация бизнеса. Мы, в принципе, все понимаем, что интернет-продажи, вообще и наличие сайта, а вот внедрение CRM-системы – это что-то от лукавого. То есть, это так пугает людей. Что вообще представляет из себя функции цифрового бизнеса? Коротко и емко. В целом, конечно, хотелось бы начать не с CRM, ибо это будет реально такая тема, которая зачастую покупка и установка одна сумма, а внедрение куда больше. И еще есть другая задача, когда, ладно, ты купил, внедрил, но в то же время надо с ним работать, чтобы была команда, пользоваться эффективно, отслеживать цифры, аналитику вести. Поэтому, если вкратце, цифровизация бизнеса или в целом цифровизация любых процессов в компаниях, это всего лишь куда проще цифровой формат обработки всех данных. Это когда ты получаешь, представим, заявку, если сейчас твои менеджеры по продажам ходили, обрабатывали клиентов физически по магазинам, проходились по точкам определенным, то сейчас, почему бы не получать через сайт? Почему бы не с помощью соцсетей генерировать лиды, обрабатывать их, и чтобы, представим, что дайте вот в примере цепочки. Есть какая-либо услуга или товар, который ты должен продавать, и, естественно, у тебя есть определенные направления, отделы, которые этим занимаются. Если мы до этого думали о том, что куда идти, кому продать, какую точку открыть, то теперь стоит задуматься о том, что какие каналы имеются. Могу привести пару примеров, когда есть реальная команда, ребята, пусть и молодые, пусть молодой проект в целом, хотя ребята опытные, но они только на онлайн-продажах и работают. Есть, например, одна команда, которая занимается доставкой пиццы, Сор-пицца. Это пицца только онлайн. Туда человек не может прийти, посидеть, поесть. Ты только можешь заказать доставку. Физического какого-то помещения. Да, используешь только, возможно, некоторые каналы соцсетей и все, и они весь объем продаж делают на цифровом формате. Понимаете, да? Принимают заказы только в соцсетях. Можно по колл-центру. Вот тоже такси, это и есть цифровизация такси, которая была до, когда мы стояли возле дороги и ждали такси, да, а теперь можно позвонить, это тоже цифровой канал приема заказов, обработки. Но, скажем так, не самый передовой, не самый выгодный способ, но все-таки он есть. Это был первый шаг, очень крутой, интересный, когда компании взялись и сделали, и у нас на рынке Таджикистана сейчас, скажем так, эта сфера очень развита. Развивается сервис, их количественно больше, компаний больше, поэтому вот это есть реальный пример цифровизации бизнеса. То есть сейчас либо становись диджитал или умри для бизнеса. Это уже девиз такой. Я бы сказал, да. В целом, я понимаю, что, например, компания может тоже быть права, то, что, представим, когда руководитель говорит то, что, окей, я сейчас сделаю сайт, приложение или буду обрабатывать лиды соцсетей, но я буду офлайн продавать больше. У меня есть, не знаю, 3 точки, у меня есть, не знаю, логистика, да, оптовые продажи, да, но в долгосрочной, естественно, мы понимаем, что куда мы идем.
Сейчас сфера банкинга очень быстро развивается. Сотовые компании тоже туда включились. Я думаю, что все в курсе того, что, скажем так, топ-компании страны все стараются в этом направлении развиваться и стараются увеличить количество пользователей, которые с помощью онлайн-продуктов пользуются их услугами. Поэтому это все будет вести к тому, что любой человек будет стараться искать решение в телефоне, будет искать решение, чтобы через колл-центры заказать что-либо. В целом, сейчас формируется тот рынок, та аудитория, которая уже ей комфортнее, удобнее заказывать так, нежели когда мы шли куда-то заказывали. Это, конечно, долгосрочно, но все равно Ладно, это долгосрочность, например, сейчас, по-моему, у многих банков даже количество скачек более 500 тысяч. Это для Таджикистана уже хороший показатель за пару лет. То есть меня даже сейчас, например, уже удивляет, когда ты приходишь в ресторан, и ты не можешь оплатить по QR-коду или с помощью карты. Там тебе говорят, наличка. Как так? А у меня нет налички. Да, а в моем понятии сейчас я не знаю ресторан, где я не могу оплатить онлайн. Где бы я сейчас не был. Я к тому, что может нравится. Редкость, это уже редкость. А как было 5-10 лет назад, это было обратно совсем. Поэтому. Какому сектору таджикскому, бизнеса вот прям очень необходим цифровой формат, но они еще, может быть, и не перешли, и стоит задуматься. Тогда, во-первых, сектор хорошо двигается. Да. Это очень радует. Сотовые компании подключились, у них продукты запускаются, MyTCL, MyMobilon, Megaphone Life, если не ошибаюсь. Продукты есть, развивают, есть команды. Видно стратегический план развития данных продуктов, А в целом, если говорить про другие секторы, все секторы, у которых, представим, я бы о чем задумался бы, если бы у меня было производство, окей, если есть у банков свои клиенты, у сотовых компаний, а как я могу продавать с помощью них? А как эти клиенты могут быть моими, они по факту являются их клиентами. Еще другой аспект, в целом, чем хорош данный способ или же цифровизация, что дает. Представим клиенты банка, которые используют мобильные кошельки. Это какие клиенты? Это те, которые, во-первых, уверены, что больше будут тратиться, хотя, может, многие об этом не говорим, но, например, если в моем примере я сейчас, когда у меня есть на счету деньги, кошельки использую, я иногда замечаю, что вместе все больше и больше трачу. На мелочи чаще пополняю. Почему? Так как удобно и быстро. Понимаете? Ты еще такое физически, когда ты ощущаешь количество уменьшения денег, конечно. Да, ты всегда такой начинаешь экономить, а когда ты их не чувствуешь физически, ты всегда больше тратишь. Абсолютно. Это цифры, которые есть, и всегда под рукой, и быстро ты их, конечно же, будешь думать, будут расходоваться быстрее. Другой момент, что я привык к этому, и грех не воспользоваться этим компаниям, которые занимаются продажами. В нашей стране сейчас я надеюсь, что обратят на это внимание, будут заниматься конкретно те секторы, которые занимаются ритейлом, задумаются об этом. Как сделать так, чтобы клиентам было проще покупать. К сожалению, немного компаний логистических, которые занимаются в целом доставкой. Я не про доставку еду, я в целом налаживание системы логистики в стране, хотя бы в больших городах, чтобы это все работало, так как есть 3 аспекта в цифровизации или же онлайн электронной коммерции. Первое, это, естественно, скажем так, банковский сектор, без него никак, чтобы людям была возможность оплатить онлайн, чтобы это было просто и всегда удобно. Это развивается. Есть второй аспект, когда должна быть логистика, без нее никак, которая будет работать, которая в любой компании будет просто войти, договориться с банком, с логистической компанией, запускать свои онлайн-продукты и не думать, опять-таки, не о финансах, а о клиентах, как они будут оплачивать, и не думать о том, как мне это доставить. В развитых странах это все очень большие отдельные компании, которые на этом делают очень большие деньги. Такой момент ты сейчас просто затронул, когда говорил, что, например, клиенты сотового оператора или клиенты банков могут стать клиентами производственника какого-нибудь. Но такой у нас есть немножко такой подход, что ты базой клиентской, ты всегда это твоя ценность, и ты ей очень сильно дорожишь, и ты не очень охотно делишься, ею. Как убедить, чтобы ты, например, производственник, и приходишь в банк и говоришь, надо, нам надо попробовать работать вместе, но при этом я могу воспользоваться вашей клиентской базой. Тут куда проще, не надо ходить в банк, естественно, вряд ли скажут да, и давай мы с тобой поделимся, и эта тема такая очень темная. А касательно того, что как воспользоваться, я больше подразумевал то, что представим, что у нас есть производство чего-то,
У нас есть там 50 видов наименований продуктов, да? Как сделать так, чтобы абоненты сотовых компаний или банков стали твоими тоже клиентами отчасти? Тогда всего лишь делай продукт, которым они смогут с помощью этих кошельков оплачивать. Этого достаточно. Ну, к примеру, что выкати продукт какой-либо, где будут твои товары, и скажи, что ты можешь оплатить системой Humo, Alif, Eshat. И на этом уже как бы, да, те клиенты, которые есть кошельки, автоматом для них будет проще у тебя покупать, чем у другого. Это первый момент. Касательно в целом того, чтобы банк поделился с тобой, естественно, это тоже может быть возможно. Здесь только вопрос, как договориться, да. Если банку это будет выгодно, естественно, он не будет с тобой делиться просто базой. Или же списком своих клиентов никак, да. Это даже юридически не может быть. Надеюсь, что они не вправе, но в целом, если и будет интерес банка в этом тоже, скажем так, просто я продаю компьютеры, и 100% чека, 2% твои, я думаю, что банк не откажет. Да, чтобы банк понимал, что это окей, это отчасти это наша прибыль тоже будет. На каком этапе нужно переходить к цифровизации своего бизнеса? Ты вот запустил сразу стартап, или как вот к тебе приходят, например, это люди, которые уже ведут бизнес постоянный, или это стартапы? Чаще кто обращается? По мере развития нас, как компании, да, мы вначале часто работали с физическими лицами также, но сейчас, например, мы больше понимаем, проводя анализ в целом прибыльности компании, услуг и в целом финансовых отчетностей, то главный вывод то, что нам выгоднее и правильно работать с компаниями. Мы зачастую, когда ребята молодые приходят, нередко бывает, приведу пару примеров, что приходят, говорят, что разработайте мне, пожалуйста, как наподобие SoMontyJ. Я специально такой пример привожу, чтобы всем было ясно о чем. Да? Вот представим, SoMontyJ разработайте нам. И я вам заплачу столько-то. А когда ты общаешься, понимаешь, что они думают, что мы разработаем сайт, приложение, передадим им, да пусть будет с теми функциями, хотя невозможно за быстрый срок это сделать, так как сколько лет они этим занимались, развивали, да. И в целом ребята думают, что ты им разработаешь, передашь продукт, они будут на этом зарабатывать. А мы понимаем то, что за этим стоит команда, за этим стоит маркетинг, за этим стоит много труда и времени, поэтому в этих случаях мы вынуждены отказать. Почему? То есть ты, несмотря на то, что они готовы оплачивать ту стоимость, которую ты им озвучиваешь, ты все равно им отказываешь? Бывают такие примеры, и как минимум, да, так правильно. Почему? Да, мы заработаем, да, мы возьмем, но я понимаю, что этот продукт не будет успешным. Не из-за того, что, реально, да, вот знаю, я верю в него, я, может быть, уверен, что он умнее меня, но без команды, без, скажем так, точного видения, без, скажем, бизнес-плана, да, без в целом понятия того, что это все не так делается, это не только от нас зависит, не пойдет. Представим, что вы придете ко мне и скажете: Джонгир, пожалуйста, построй мне бизнес-центр, да, и я что делаю? Я вам делаю дизайн, вы смотрите, окей, красиво, хорошо, утверждаете, я начинаю строить. Правильно? Я построил, и вы проверяете тем, что вначале вы видели визуально и реально, и говорите: спасибо за твою работу, я с тобой довольна. Я передаю вам объект и ухожу. А дальше? Кто придет? Насколько будет цена там аренды комфортная? Насколько будет место правильное? Да? Насколько будут люди знать об этом месте? Вот это же немаловажно, а я считаю, что куда больше важнее. Поэтому в разработках то же самое. Мы делаем дизайн, мы разрабатываем, мы передаем. В целом я почему об этом детально говорю, чтобы компании тоже осознали, что без команды, без бэк-офиса или без в целом ребят, которые будут этим заниматься, и без тех, которые будут дальше заниматься тем, что мы передали, ничего успешного не получится. А потом это скажет на твою репутацию. Абсолютно. Я реальный кейс скажу, что иногда задают вопрос: окей, вот представь, Джонгир, тебе насколько, представь, ты работу сделал, передал, сайт работает, хорошо, через год видишь, что он не работает. Хорошо? Нет, не хорошо, это абсолютно плохо. Бывают примеры, когда компании тратят 100-200 тысяч самони на разработку, мы сделали, передали, далее проходит год, есть обычные азы, обычные вещи, которые компании, опять-таки, без команды, без людей не получится. Например, любой сайт оплачивает домен свой, название сайта, представим тот же somon.tg или же eshat.com. И плюс размещение, допустим. Или Yortiger, допустим, да, и расположение, да, место, где будет располагаться данный сайт. Если ты не оплатил, то в течение месяца все данные удалятся.
И бывают примеры, когда вот такая цена, такие затраты и такие усилия наши в том числе, почему вот дизайнер, разработчик уверен, что и вы все, когда что-либо запускаете, делаете, помогаете компании, и когда видите то, что вы сделали, это просто даже не использовалось, это нам даже эмоционально неприятно. И вот такие вещи даже иногда просто пропадают, удаляются с корнями и не используются. Ну, не часто, к счастью, каждым днем все лучше и лучше. Компании, поэтому и работаем с компаниями. Там есть отделы, там есть, скажем так, задача со самым руководством, что это дальше продвигать, и это и нас радует. А когда вот частные люди, когда ребята молодые приходят, стараемся донести то, что зачем вам сейчас, во-первых, столько тратиться, зачем вообще это делать. Если понимаем, что есть потенциал, ресурсы, объясняем все, а он понимает, да я понимаю, я соберу команду, сделаю, но окей, иногда мы беремся. Но это редко. Так на каком этапе к тебе приходить? Если вот у тебя бизнес? Чаще это бизнес, который уже работает, который понимает то, что уже приходит с пониманием, что нам вот это нужно, а давайте вместе подумаем, в каком виде. Например, сайт нам нужен, а что там должно быть? Сайт это всего лишь один из инструментов. Это часть, это внешний фактор цифровизации. Это, говорят про цифровизацию, у нас есть в целом два основных критерия, да? Два основных типа. Внешний фактор и внутренняя цифровизация. Вот сайт — это внешняя цифровизация, когда ты с помощью сайта должен или как минимум с точки зрения маркетинга, пиара, да, брендом больше знали, приходили, HR, чтобы ребята больше подавали, понимали, знали тебя. Это как бы часть уже этого маркетинга. Другой аспект, чтобы там продавал онлайн, принимал заявки, чтобы люди приходили к тебе с помощью твоего сайта, поэтому это внешний фактор. И там мы с ними думаем о том, что какие у вас вообще есть услуги, что мы хотим на сайте показать и как сделать так, чтобы это было удобно. Например, хочется получить кредит, окей, как? Можем ли мы сделать так, чтобы кредит люди оттуда онлайн подавали и получали даже? Да, но здесь, опять-таки, мы исходим всегда из ресурсов компании, потому что иногда мы хотим что-то хорошее сделать, а иногда юридически это нельзя. Не позволяется по законодательству. Такие вещи есть, но в любом случае мы об этом думаем и работаем. Поэтому это компании, и часто это то, что уже есть на базе компании услуги, продукты, и как это дальше продвигать, продавать, привлекать. Да, я тоже, кстати, если начинаю работать с какой-то компанией, сначала забиваю в интернете, смотрю, где они есть ли сайт у них, какой сайт, какой он там по юзабилити, удобный, неудобный, там дизайн, ну, на все обращаю внимание, и всегда такая... Один фактор играет для меня решающую роль, это когда, если нет сертификата безопасности на сайте, да, HTTPS, это все, я такая думаю, значит, они не уделяют внимания, да, то есть они купили, вроде бы обертка есть, вот сайт, там, пусть он даже редко обновляется, но вот если нет сертификата безопасности, я думаю, что вот просто люди, ну, как бы сделали для того, чтобы он был просто. И не занимаются его дальше развитием, и не понимают, насколько важно, чтобы это все было, да, на сайте и так далее. Я еще и начинаю, конечно, потом просматривать, насколько он оптимизирован, SEO смотрю. Ну, короче, очень сильно заморачиваюсь по этому поводу, потому что, как бы, я обращаю внимание на то, что бизнес думает о своей цифровизации. Если он думает в этом направлении, значит, у меня с ним получится работать, потому что мы работаем исключительно онлайн. И очень важно, чтобы люди переходили на хороший, качественный сайт, если ты туда прописываешь ссылку, да, допустим. Конечно. Ты говорил о том, что нужна команда. И вот этот процесс, сделали, да, это тоже большой, ёмкий процесс оцифровать, например, все твои бизнес-процессы. Запустить их. Но самое сложное это уже внедрение. То есть тогда, когда люди начинают этим полноценно пользоваться. CRM это, сайт для обновления, это боты, например, в Телеграме, в том же, боты в мессенджерах других. Во что упирается чаще всего процесс внедрения? А люди не хотят выходить из зоны комфорта, да, как правило. Да. Они очень сильно противятся. Многие, да, если они привыкли по старинке записывать все в книжку, там, записную, то очень проблемно становится. С кем, например, ты начинаешь разговаривать о внедрении? С руководством, с людьми, с командой и так далее. Потому что в команде-то разные люди есть. Цифровизация всегда будет сопровождаться определенным, скажем так, и увеличением количества штатов в команде, у людей в команде. Почему? Так как представим, что у нас тоже разные примеры бывают производства. Просят от нас разработать им систему. Скажем так, владелец бизнеса заинтересован в этом. Почему? Так как, он как обычно, как думает владелец и как думает, скажем так, человек, который приходит с 9 до 5 уходит.
к сожалению. Но опять-таки зависит от ценности компании, от культуры, как там налажено. Но в целом, в любом случае, владелец заинтересован развивать свой бизнес независимо от того, что это. Правильно ведь? И везде мы сейчас понимаем, цифровизация идет. Онлайн, все развивается. И зачастую это даже выгоднее. Финансово даже выгоднее. Со всех сторон проще масштабироваться. Иногда даже проще продавать. Но мы даже не попробовав, многие думают, что это невозможно. Например, на одном Инстаграме можно... тратя где-то в месяц 5000 самонов, 4000 самонов, генерирует хорошее количество заказов. И эти реальные кейсы знаю, много команд, ребят, которые это делают. Поэтому в этом вопросе в любом случае команда будет больше. Почему? Так как в наших примерах приходит производство заказывать систему, мы сделали, но эту систему надо передать человеку, у которого так и так задачи, которые сейчас он занимается, их много. Его говорят, что ты этим разбирайся. Мы их обучаем, мы передаем систему. Вопрос внедрения – это тоже большой вопрос, так как никто не готов взяться за это зачастую. Окей, за это мне не платят. Или это не моя обязанность, хотя он в этом прав. Пригласив, на работу менеджера по продажам или руководителя отдела продаж, естественно, неправильно на его голову вешать внедрение CRM в целом в компанию. Понимаете, да? Вот в этом вопросе очень важно формировать правильную команду со своей стороны, которая будет с первых дней работать и дальше мотивированно его двигать. В моем понятии это было бы, может быть, правильно, если бы, как владелец, руководитель сказал, что окей, поставил стратегическую цель это развивать, и конкретные индикаторы, что мы не просто разработаем. Это разработка, опять-таки, промежуток. Это процесс, но не последний. В бизнес-центр цели не построить, а реально кто там будет. Правильно? Какую прибыль принесет. Поэтому, например, у нас есть 50 видов продуктов. До конца года давайте будем онлайн продавать энное количество, хотя бы из 100% оборота 1, 2, 3% будем онлайн продавать. Все, дальше ставится задача команде определенным тимлидом, своим руководителем подразделений, которые с первых дней должны работать с компаниями над тем, чтобы, что это будет? Сайт, приложение, может, в Узбекистане будет, это было первым решением бота, телеграм-канала, классно бы зашли бы, да? К сожалению, не в Таджикистане пока что. Но вот такие примеры искать, исследовать и запускать цифровые решения, чтобы они были направлены на результат. Получилось? Нет. Да, нет, да, нет. Вот в этом вопросе команда главную роль играет. Вот ты говоришь увеличение штата, не все, конечно, могут себе это позволить, но у меня есть один такой кейс, когда большие компании, в принципе, у них и позволяли финансы, сделать внутреннюю, CRM-систему собственную. Конечно, они потратили на это несколько лет даже, там не год даже, не месяцы и не год. Ушло у них довольно много времени и очень много финансовых ресурсов. Ты бы посоветовала, например, просто отдавать это на аутсорс, кто-то создал, или готовую покупать уже и просто адаптировать? Либо все-таки лучше делать свою собственную? Вот это очень вопрос, ответ на который, по-моему, многих удивит, то, что мы, как компания, занимаемся разработками, но мы никогда не являемся сторонником того, чтобы только мы разрабатывали, или чтобы всегда была разработка с нуля. Почему так? Как? Опять-таки, надо смотреть на цели компании, что она от этого хочет. Если мы понимаем, что ей нужно, например, представим, автоматизировать, цифровизировать отдел продаж, и там есть четкое понимание того, что какие там воронка продаж какая, да, в целом какие ребята, какие уровни там нужны, в целом как это все работает, насколько контракты подписываются онлайн, как онлайн связано это с бухгалтерией и так далее. Это все, естественно, если есть готовое решение, которое он завтра уже может, как минимум, мы пропускаем этап дизайна, разработки, переходим к внедрению, анализу, поиску, внедрению. Это правильное решение. Почему? Так как быстрее и зачастую выгоднее. Прямо скажу, выгоднее. Почему? Так как есть SaaS-решение, да, это когда мы не выкупаем системы, мы получаем доступ, как подписка, да, Netflix, как подписка разных примеров, когда ты ежемесячно платишь, пользуешься, пока ты платишь, ты пользуешься системой. Эта система хороша тем, что ты не должен все выкупать. Да? Ты выкупаешь только тот функционал, который тебе нужен. В целом весь функционал можно выкупить, но уже готовая наладка есть, система есть, ты внедряешь там свою компанию, используешь. Если этого достаточно, это лучшее решение. Но единственный момент, когда компания ставит себе цели, представим, что это надо понять конкретно, да, тренинги, к счастью, тоже, которые Европейский банк развития и реконструкции организовал, мы участвуем, понимаем то, что важно понять, что он хочет по факту компании. Заказывай сайт, он сайт не заказывай. Что-то за ним стоит. Цель. Конечно. Продать, показать,
лидогенерировать. Вот эти вещи очень важны, и если понимаешь, что компания ставит цель разработать систему, а потом ее внедрять, даже это продавать другим, понимаете, да, масштабировать, каждый раз улучшать функционал, который есть, то, естественно, здесь без разработки не обойтись. Понятно, да? От цели зависит и от того, что компания от этого что хочет. То есть ты, в принципе, если к тебе придет человек и скажет, мне нужно, я не знаю, сайт или что, ты все-таки сначала докапываешься до цели, для чего. Это важно, потом уже, а потом уже ему предлагаешь какие-то решения. Да. И когда видим цели, то, что этот разработай и чтобы так зарабатывал, нет, не возьмемся. Если понимаем, что иногда внедрение системы будет эффективным, но это не наш профиль, мы советуем, мы передаем, но мы не возьмемся за работу тоже. Так как, опять-таки, наш профиль в нашем понятии, это наши услуги, это полностью разработка цикла. Дизайн за разработок. Поэтому работаем с тем типом компаний, с теми людьми, которые командами, редко, которые реально понимают, осознают, что им нужна разработка своя. И как минимум советуем, чтобы если такие системы есть, вот, пожалуйста, есть системы, можно взять, внедрить и использовать. В целом так. Это правильно. У нас недавно в гостях был Самедин Атоев, он специалист в информационно-коммуникационных технологиях, и он говорил, что в Таджикистане студентам, которые уже занимаются научными работами, магистранты и так далее, запрещается использовать интернет, мобильные телефоны для своих научных разработок. В таком парадокс. То есть мы делаем науку, но при этом нам запрещается всеми благами цивилизации пользоваться в своих научных работах. А как, по вашему мнению, как учить молодежь тогда, в принципе? Во-первых, начнем с того, что Акия Самедин, предыстория такая, очень интересная личность, и я впервые первый шаг в этой сфере сделал отчасти и благодаря ему, и вместе с ним. Был пример, когда я преподавал в школе, где мы обучали ребят, изучали вместе с ними эти разработки, которые финансировались Вавилоном. Почему я об этом говорю? То, что даже тогда были компании-люди, которые готовы вкладываться, зачастую там это все было бесплатно. И я там получал зарплату, и в то же время обучал ребят, а ребята бесплатно получали знания. И многие из этих ребят работают во многих компаниях страны сейчас, и в том числе и в Вавилоне. Поэтому надеюсь, что многие будут так думать долгосрочно и стараться помогать, и помогая и себе также, так как многие из них вернулись туда же. Касательно того, что Акия Самедин сказал, здесь отчасти согласен, но в целом, смотрите, в примере, технологии это не хорошо, не плохо. Кто-то его использует во благо, кто-то его не использует, в других целях нехороших. У меня есть дочка, она еще не так уж, ей год и 4 месяца, она только учится говорить, но она телефоном пользуется, она знает, где YouTube, она научилась тактильным вещам в телефоне, как листать, как переключать, как на паузу ставить. Понимаете, насколько это все технологии развились, что думать о том, что давайте у кого-то отберем телефон, и он будет, это будет для него, почему так как он так будет умнее, я думаю, что эта стратегия неправильная, цель неправильная. Вот телефон есть, это то же самое, как нож, который в кухне готовишь, или кто-то идет, к сожалению, кого-то убивает. Поэтому в этом понятии, как ты им пользуешься. И в нашем примере, надеюсь, что будем думать о том, чтобы телефон есть, от него не отказаться, что бы мы ни делали. Школьники, я что считаю, пару фактов. В школе запрещают пользоваться, но они всегда с собой берут из дома телефон. Я так считаю, могу ошибаться. В универах то же самое, студентам запрещается пользоваться, но у них у всех есть телефон. Им не пользуются? Нет, они им все равно пользуются. Может, в универе отчасти нет, но в любом случае люди пользуются им. И технологиями также. То есть, в принципе, в будущем, сейчас молодежь, которая заканчивает школы, они, во-первых, пользуются уже этим абсолютно, благами, лучше нас. Да, и лучше нас пользуются, и они же потом и будут дальше оцифровывать весь бизнес, который есть. Надо им правильно их обучать, чтобы они использовали это правильно. Нам надо создавать правильные продукты, чтобы телефоном пользуясь, они получали знания, правильные знания, развивались, а не отказаться от него. В банальном примере создать приложение, которое для детей будет помогать обучаться. Я не знаю, создать приложение, которое упростит записаться куда-то, либо кому-либо в очередь. Я не знаю, может покупать, банки все это делают. Это абсолютно правильная стратегия.
Ну, кстати, образовательным центрам как раз-таки, да, сейчас они еще, может быть, и не оцифрованные, да, то есть бизнес у них еще пока весь офлайн, но как раз-таки вот пандемия нас подвела к тому, что и насколько это было образовательный сектор должен, да, уходить в цифру, потому что без этого никак. Да, точно. Все-таки мне кажется, что диджитализация, цифровой бизнес, все это прерогатива Душанбе Ходжанда. Может быть, чуть-чуть там Харога, чуть-чуть Бухтара, чуть-чуть. А все остальное, как в других регионах-то все с этим? Обращаются или нет, больше все-таки нет, но, может быть, здесь больше наша вина, так как мы не обрабатываем, не стараемся выйти туда. Например, мы в Душанбе, в Ходжанде, да, и вот с 2 городами работаем, больше даже в Душанбе отчасти. Другой момент, куда больше, например, если посмотреть на цифры и на что мы имеем. И в Душанбе, и в любых регионах, вот представим, телефоны у людей у всех есть. Да. Вопрос в площадках в экосистеме. Например, если бы даже в Душанбе, я считаю, что и в Ходжанде то же самое, это мы еще не успели развиться до такого уровня, когда Душанбе и Ходжанд как-то отличаются по технологиям от других регионов. Почему? Пример, опять-таки, банковская система, кошельками, по-моему, почти одинаково везде пользуются. Ну, понимаю, оплата меньше, где-то больше, транзакций больше, меньше, но оно доступно и там. И там же, по-моему, зарплаты часто выплачивают через Корти Мили, правильно? И там же привязываются. Моя мама в Исфаре живет, и у нее карта так, и она пользуется кошельком, как и я здесь. Она не может пользоваться другими услугами, потому что в целом там не развита экосистема. Даже и здесь, представим. Даже в Душанбе мы не можем нормально заказать, что-либо онлайн оплатить, чтобы на дом доставили. Даже мы здесь не можем отсюда что-то изучать онлайн, смотреть контент. В целом экосистема касательно логистики, экосистема в целом, насколько развита логистика, развита в целом доступность трафика интернета по всей стране. Больше сказывается в городах Душанбе, Ходжанд, так как мы отчасти больше зарабатываем и вправе больше тратиться. Поэтому в этом вопросе и только так мы, по-моему, выигрываем. Душанбе, Ходжанд, а так технологичностью не сильно отличаемся от любого села. Да, пока мы не будем больше, да, давать там интернета, трафика, конечно, и так далее, какие-то сопутствующих вещей, то, соответственно, туда не уйдет бизнес. И оттуда бизнес не уйдет в цифру. Но там аудитория сидит, да, вот опять цифровизация. Ты не надо открывать где-либо, вот представим, те же магазины в разных точках, или же офисы тоже. В одном месте, но ты знаешь, что там везде есть площадка, где ты можешь достучать до... в Инстаграме сидят со всех уголков страны. В том же Одноклассники, в Фейсбуке, без разницы. Где-то больше, меньше, но в любом случае со всего региона сидят. В городе Душанбе больше, так как просто население больше. И здесь просто процессы быстрее идут, правильно? Опять-таки, готовы больше платить за этот трафик. Ну, понимая это все, все-таки есть как бы и некоторые секторы, если они будут развиваться быстро, то в целом страна быстрее будет двигаться. Какие наиболее популярные в Таджикистане все-таки запросы, да, инструменты для цифровизации? Это только соцсети, сайт и все? Ну, в целом, если в нашем примере, это 3 основных сейчас, кстати, у нас 3-я позиция стремится вперед, дизайн. Компании стали очень, к счастью, обращать очень большое внимание к дизайну, делать хорошие интерфейсы, думать об этом, об UI, UX, исследованиях. Перед тем, как разрабатывать, думать о том, что да как, расписать все, да, понять, проводить, скажем так, пусть и мелкие исследования, а потом делать дизайны и переходить к разработкам. Это первое, но в целом, если говорить, дизайн всегда сопровождается с какой-либо разработкой, это сайт и приложение. И то, и другое, по сути, одно и то же, формально. Это площадка, где кто-то сидит. В приложении, естественно, долгосрочно будет выгоднее и лучше, так как все понимают, что вряд ли кто-либо воспользуется сейчас, оплачивая через сайт что-то. Поэтому в этом примере приложение имеет определенное удобство, но в то же время не трудности в плане продвижения, что это приложение не индексируется, да, и до них просто достучаться, первый клиент найти трудновато. Чтобы человек как-то дошел, скачал, был мотивирован скачать и установить у себя пользоваться, это уже другой вопрос, поэтому где-то что-то лучше, где-то что-то чуть имеет недостатки, но в целом основной запрос это сайты, приложения и внедрение систем готовых, но это внедрение систем было уже, мы еще, может быть, в школе учились, но это все процесс у нас в стране работал. Системы, готовые системы, 1С, Bittrex, CRM-ки, они были. Компании с тех пор есть, до сих пор существуют, да? Поэтому это все было.
запрос профильный имеется все равно. Нас слушают, я думаю, что слушают представители малого, микро, возможно, среднего бизнеса. И кто-то, возможно, уже задумался о том, что ему нужно уходить в цифру. Или думал уже об этом, но не знал, с чего начать. Какой бы ты совет там сейчас дал? С чего начинать? Куда идти? Как подходить? Как сформулировать, возможно, свой запрос? Часто ощущаем то, что компания приходит и представим пример, что они хотят и сайт, и приложение, и дизайн, и все в одном, быстрее и дешевле. Я всегда стараюсь донести и надеюсь, и сейчас, если кто услышит, и хотя бы задумается то, что незачем так делать и неправильно. Позиция любой компании получать прибыль, но технологически неправильно стараться делать все в одном. Вот даже любая компания, которая будет заинтересована делать себе, пройти этап цифровизации, пусть проходит поэтапно. Начнет с одного отдела, с одного простого отдела, где какое-либо решение внедрит, чтобы та команда уже освоит, заработать, и все будет там хорошо. Дальше переходит ко второму, к третьему, четвертому. Если говорить про автоматизацию в целом, да, представим продажи, пусть разберутся с продажами. Какая система? Разработаем сами или внедрим готовую? Обучим ребят, пусть пройдет, 3 месяца, 6 месяцев, пусть вся эта система заработает. Поймите, насколько это внедрение было правильным, и вы ею пользуетесь. А потом еще второй отдел, бухгалтерия, да, или в целом производство. Плавно, поэтапно, определенными спринтами, так скажем, да, интервалами. Один квартал этот, второй квартал этот, или первый полгода одно решение, второй полгода будем, исходя из эффективности первого, дальше думать. То же самое с сайтом. Приходит сайт, говорят, нам надо делать 5 видов монетизации. Я хочу на этом зарабатывать, на этом. Ну зачем? Сначала первый этап разработай, легкий, быстрый, и быстрее разработай. Я бы не стал бы на это тратиться. Вот у нас есть ресурсы, да, у нас есть команда, у нас есть, скажем так, мы можем себе делать продукт. Логично, правильно? И по себестоимости, если быть честным, так? Но мы это не делаем. Если даже мы делаем, вот в скорое время запускаем проект, мы там делаем вообще минимальным набором разработок. Почему так? Как разработка не означает то, что ты должен год-два разрабатывать, прям до идеала довести, потом запустить. А зачем? Зачем? Быстро, технологии поменялись, выгоднее, абсолютно, да. Быстрее, выгоднее запусти, пусть люди тебе говорят, как правильно, получай фидбэки, обрабатывай обратную связь. Обращай внимание на Play Market, многим советую то, что там оценки, люди тебе бесплатно говорят, что вот там такая-то функция не работает, а их годами даже не обрабатывают. Площадки уже в мире давно это все проработано, работает. Быстрее запусти с минимальным набором и просто отслеживай, если приложение Play Market App Store. Люди сами тебе будут говорить, что вот это мне не работает. Я привязываю карту, не получается. Или я хочу оставить отзыв, не работает. Или в моей корзине какая-то трудность, или я не могу указать второй адрес. Люди сами говорят, что не так, что правильно, и просто бери, ставь задачу, исправляй и работай. Поэтому эти вещи куда проще, но мы стараемся всегда. Опять-таки, может, больше опыта в офлайне, и думаю, что надо максимум больше. Все постараться нагрузить, как я с сайтом. Все хочу нагрузить. Не надо. А Джахангир меня убеждает в том, что нет, сначала вот это, потом вот это, потом вот это. Ну, почему так, как мы, опять-таки, быстрее выкатим, правильно? Быстрее начнем, быстрее он вообще оживится, да? И дальше будем думать поэтапно, дальше даже все делать, но шагами, да, а не так пытаться прыгнуть на 10 метров и где-то упасть. Спасибо большое. У нас в гостях был Джахангир Джавулов, учредитель IT-компании Livom. И напомню, что этот цикл мы пишем при поддержке программы консультаций для малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития. И мнение экспертов может не совпадать с мнением доноров. Абсолютно. Пока. Спасибо за приглашение. Спасибо. Бизнес-среда.